В этом видео мы рассмотрим удмуртские слова, несколько созвучные слову русскому «кошка», которые поначалу могут путаться. Первое слово «кошкыны» — «уходить», глагол первого спряжения. После отбрасывания «ыны» мы получаем основу, точнее краткую основу «кошк». Второе слово «кышканы» — «пугаться», глагол второго спряжения. После откидывания суффикса «ны» получаем основу «кышка». Теперь посмотрим, как образовать от этих глаголов третье лицо единственного числа прошедшего времени. Для глагола «кошкыны» берем основу «кошк», присоединяем суффикс прошедшего времени и суффикс личный третьего лица единственного числа «з». Получаем «кошкиз» — «ушел». Для глагола «кышканы» просто присоединяем к основе «кишка» суффикс третьего лица единственного числа «з» и получаем «кышказ» — «испугался». Теперь составим предложение с этими словами. «Кочиш кышказ, но кошкиз». Это значит «кот испугался и ушел». Получилась своеобразная скороговорка для запоминания этих слов. «Кочиш кышказ, но кошкиз». Теперь рассмотрим еще одну форму от глагола «кошкыны». «Кошконо» — «нужно уходить». Можно сказать, например, «мыным кошконойни» — «мне уже пора», буквально «мне нужно уходить уже». «Мыным кошконойни». Повторим еще раз изученное выражение. «Кочиш кышказ, но кошкиз». «Кочиш кышказ, но кошкиз». «Мыным кошконойни». «Мыным кошконойни».